ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В четверг Ухтинская ГИБДД на пресс-конференции комментирует несколько актуальных вопросов последнего времени. В частности, изменения в правилах дорожного движения, вступившие в силу с 4 апреля. Речь идет об обязательстве прикреплять значок «Шипы» на заднее стекло, а также начинающий водитель для тех, стаж кого менее 2 лет. Суть изменений в том, что теперь за отсутствие таких значков будет административная ответственность в виде предупреждения или штрафа 500 рублей. При проверке машины где-нибудь на дороге сотрудники ГИБДД также обратят внимание на эти нарушения наравне с прочими. Что же касается предположения, что теперь детей можно перевозить без спецкресла. Скажем так, информация о том, что автокресло не обязательно при перевозке детей, скажем так, недостоверная, либо в части ее неполноты, либо в части ее искажения. То есть в соответствии с правилами дорожного движения дети до 12 лет перевозятся на переднем пассажирском сидении только с использованием специального удерживающего устройства, на заднем сидении с использованием специального детского устройства, либо иных устройств, позволяющих осуществлять перевозку детей с учетом имеющегося ремня безопасности, которым оборудовано транспортное средство. Чисто юридически под формулировкой «иные устройства» нету конкретных, скажем так, видов. Это кресло, это бустер, это такие, как их называют, конфигураторы ремня безопасности, в простонародье там треугольники их называют, то есть... Коснулся вопроса активно обсуждаемой темы установки знаков, запрещающих остановку перед остановками общественного транспорта. Решение об этом было принято на городской комиссии по безопасности движения по инициативе администрации. Однако многие жители сочли идею, мягко скажем, спорной. Дескать, а как теперь высадить пассажира, если на остановке нельзя, на проезжей части нельзя, только во дворах, что ли? Ведь аргумент, что это сделано для того, чтобы не оставляли личные авто, сомнителен. Стоянка на остановках общественного транспорта запрещена без такого знака. Да к тому же, а где теперь будут останавливаться автобусы тех промышленных предприятий, которые перевозят сотрудников до работы? Или, например, такси? Допустим, те транспортные средства, которые называют себя такси, если уж подходить с такой точки зрения, редко, когда высаживают людей на остановочных пунктах, то есть кто-то едет из начальной точки в какую-то конечную. Достаточно редко это бывает, остановка общественного транспорта, поэтому созданием каких-то неудобств для водителей такси на данный момент я не вижу. Вот. А то, что транспортное средство, перевозящее пассажиров, маршрутное транспортное средство, автобус с людьми не может подъехать к остановочному пункту для высадки и посадки, потому что там могут стоять транспортные средства, такая ситуация возникала. Сейчас водители не должны там останавливаться, потому что будут привлечены к административной ответственности. Как отметил Владимир Боев, пока жалоб от населения на неудобство знаков в ГИБДД не поступало. Дескать, если они появятся, тогда и можно обсуждать инициативу, говорить о ее эффективности или нет. А пока знаки появились во многих местах, так что будьте внимательны, когда захотите притормозить.